Какими были города Крымского ханства? Как на протяжении столетий менялся их облик и расширялись границы? Почему одни довольно быстро достигали расцвета и также быстро переживали эпоху своего заката? Другие стабильно развивались, улучшая инфраструктуру, третьи же приобретали особый статус, а четвертые превратились в города-призраки. Прежде чем дать ответ на эти вопросы, стоит обратить внимание на то, что их всех объединяло одно – они сыграли решающую роль в создании и развитии государства. Крым. Его общая площадь не так велика. Она не достигает и 27 тысяч квадратных километров. Но Крым – это не только равнины, горы, леса и моря. Это полуостров с удивительно богатой историей. Здесь возникали государства и процветали города, которые становились ремесленными центрами, опорой производства, торговли, культуры и религиозной жизни. Одним из таких городов, переживших эпоху своего культурного подъема более чем 750 лет назад, стал Крым. Из небольшого поселения он довольно быстро превратился в важный административный центр империи чингизидов. А вскоре его именем называли уже весь полуостров. Впервые этот топоним применил арабский ученый и географ конца XIII – начала XIV века Абуль-Феда. Крым или Салхат был одним из древнейших городов ханства. Уже в XIII веке ему возносили хвалу известные летописцы, побывавшие здесь знаменитые путешественники и состоятельные торговцы со всего тогдашнего мира. Они были наслышаны о красоте и богатстве города, о его жителях, не знающих нужды, о праведниках и ученых. И это не преувеличение. Салхат действительно считался одним из красивейших городов в Восточной Европе. Сегодня сложно представить ритм и обычаи этого средневекового города, на улицах которого буквально бурлила и шумела жизнь. Ведь его облик значительно отличался от современного. Монументальные здания, довольно просторные отдельные жилые кварталы иудеев, христиан и в большинстве своем мусульман, мощенные дороги, два ряда оборонительных стен с башнями, несколько ворот и даже ров. Все это говорит о величии и значимости этого места. А еще сюда ежедневно прибывали купцы с востока и запада. Но чем был вызван такой интерес к этому городу, расположенному в северо-восточной части Крымского полуострова у подножья горного массива Агармыш? По утверждению профессора Марка Крамаровского, в районе горы Агармыш у современного города Старый Крым люди постоянно живут уже 14 тысяч лет. Первое упоминание этих мест относится к началу первого тысячелетия. Вероятно, здесь находилось таврское городище Кария. В IV веке до нашей эры датирована античная керамика, найденная при земляных работах в центре современного города. В XI веке здесь уже было небольшое средневековое поселение.
В XII веке на месте Старого Крыма возникает крупный торговый центр с первыми крепостными укреплениями. Как его называли сами местные жители, хазары и кыпчаки, к сожалению, неизвестно. И только в XIII веке впервые появляется его название. Сначала Салхат, а чуть позже Крым. То, что Салхат уже был крупным центром в начале XIII века, свидетельствует один из первых литературных памятников. В 1220 году в Салхате была создана первая авторская крымско-тюркская поэма «Хекият и Юсуф». Ее автор, кыпчак Мехмед Карымлы, по праву заслуживает звания первого поэта Крыма XIII века. Несмотря на то, что Старый Крым сегодня является одним из важнейших исторических объектов и вызывает к себе живейший интерес со стороны историков, точное время возникновения Салхата пока не удалось установить. По преданию, еще в 1253 году хан Батый повелел в Салхате выстроить дворец. В 1263 году здесь появляется первая квартальная мечеть и крупная мусульманская община. По свидетельству историка Абдуль-Гази, в 1266 году Крым получил статус города. В этот же год Крымский улус перешел в управление потомкам 13-го сына Джучи Токай-Тимура. Известно, что в это время юртом уже управлял Уран-Тимур, сын Токай-Тимура. Формально Уран-Тимур и его потомки правили в ранге эмиров, то есть ханского наместника. Реально же в их руках была сосредоточена власть в Северном Причерноморье и Крыму. А главной резиденцией эмиров становится город Салхат, где открывается новый монетный двор. Первые монеты, отчеканенные в Крыме, датированы тем же 1266 годом. В то время, когда Крымом уже управлял эмир Уран-Тимур, его родственник и верховный хан Орды Берке не забывал о крымском Салхате. К 1266 году относится еще одно интересное сообщение, которое содержится в средневековом историческом произведении истории Тохтабея. В ней автор сообщает, что Берке-хан с 80 тысячами воинов покорил Балх, Букару, Туран, Хатан, Февгур и Туркестан, заставив подчиниться себе всех падишахов. Но главное, он велел собрать около 1800 ученых-шейхов и перевести их с почестями в остров Крым, где построил для них соборные мечети, медресе и мусульманские духовные центры. Примером может служить обитель шейх Кемаль-Ата. Усилия не прошли даром. Со временем количество ученых по всему Крыму только возрастало. Первая официальная дата, которая относится к Салхату, 1269 год. Связана она с историческими событиями и сохранилась благодаря записи сельджукского хрониста Ибн Биби. В своем труде «Сельджук-Наме» хронист сообщает, что города Салхат и Сугдея были переданы в удельное владение бывшему канийскому султану Кейкавусу II, принявшему приглашение верховного хана Берке переселиться в Орду. Следующая дата относится к 1287 году. Именно в этот год в городе была построена первая пятничная мечеть и отчеканена новая монета. Вероятно, квартальные мечети уже были, так как известно, что сам хан Берке и его родственник Уран-Тимур, в чьем подчинении был крымский юрт, уже были ревностными мусульманами. Спустя год в Салхате будет возведена еще одна мечеть, на этот раз соборная. Финансировал ее строительство выходец из Крыма султан Египта Бейбарс. По его распоряжению в Крым отправят строительные материалы и крупную по тем временам сумму в 2000 динаров. Строительство мечети завершится по некоторым данным в 1288 году. Ее стены покроют голубой нильский мрамор, а верх – порфиром.
Руины мечети Бейбарса сегодня еще можно увидеть в Старом Крыму. Далее здесь появится Куршум-Джами, а десятилетием позже Мускусная мечеть и мечеть хана Узбека. Название Салхат в разных формах встречается во многих европейских письменных источниках X-XIV веков. Упоминается он в исторической хронике XIII века Сельджук-Наме. Происхождение самого топонима Салхат и его значение до настоящего времени вызывает споры. Одни утверждают, что в его основе лежит тюркское слово «сол», то есть положение местности или левая сторона. Археолог и историк Марк Крамаровский утверждает, что топоним Салхат можно прочесть как селение, город на левом склоне горы Агармыш. Как бы там ни было, а именно генуэзцы называли город Хорым Салхатом. Возможно, именно в этом и кроется разгадка самого топонима. Что касается населения, то оно продолжало оставаться многонациональным. Здесь продолжали жить кыпчаки, аланы, а теперь уже татары, собственно, под властью которых находился город. Интересен факт, что еще в 60-х годах XIII века в город по ряду причин стали переселяться армяне. Историк Станислав Сестринцевич Пагуш утверждает, что в конце XIII века армяне разместились между Карасу-Базаром и Судаком, а купцы и ремесленники стали жить в Крыме. В его пригороде, вероятно, называют этот район Газаратом. О Салхате писали многие восточные авторы – Ибн Дукман, Ибн Аль-Фурат, Аль-Муфаддаль. Последний, в частности, сообщал, что в Салхате живут правители этого края. Но самое подробное описание Салхата оставил Ибн Батута. Он посетил город в 1332 году, в период его наивысшего расцвета. В чем же был секрет столь успешного развития этого города, который буквально за несколько десятилетий вырос и приобрел статус крупного административного и торгового центра, не уступающего в своей популярности столичному Сараю? Феномен успеха процветания Салхата был прост. Здесь заканчивался Великий Шелковый путь. Нескончаемые торговые караваны из Китая, Индии, Хорезма и Египта сделали Хорым сказочно богатым и многолюдным. Здесь можно было приобрести все, чего пожелаешь, от бесценного шелка до пряностей, которые были очень востребованы в Европе. Из Центральной Азии поступали разнообразные шерстяные изделия, в частности ковры, кожа, шерсть, хлопчатобумажные и золотошвейные ткани, экзотические фрукты. Из Китая же караваны везли снежной белизны знаменитую фарфоровую посуду с изящными рисунками, бронзовые украшения, зеркала, зонты, изделия знаменитого китайского лака, лекарства, парфюмерию. Высоко ценилась китайская бумага. Купцы везли рис, его европейцы называли сарацинское пшено, шерстяные ткани, лен, коралл, янтарь, асбест, пряности. Из Индии доставлялись ткани, пряности, самоцветы, красители, слоновая кость. Из Ирана – серебряные изделия, благовония, драгоценные камни, сахар. Но фаворитом всегда оставался шелк. Сохранились нотариальные акты 1289-90 годов, из которых видно, что между Салхатом и Кафой существовали торговые связи. Ведь именно отсюда итальянские купцы, венецианцы и генуэзцы вывозили дорогие товары в Европу. Сохранилась старая дорога, торговый тракт Салдая-Кафа.
Чуть позже, а именно в 1316 году, будут установлены правила торговли, по которым генуэзские власти строжайшим образом лимитировали срок пребывания в Салхате купцов Кафы. Никто из них не имел права оставаться в этом городе более 8 дней. В случае ослушания у купцов конфисковывали четвертую часть купленных там товаров. В самом городе постоянно проживали судьи-кадии. К ним обращались за помощью жители Крыма, независимо от вероисповедания. Высшим авторитетом в вопросах духовной жизни обладали салхатские ученые-философы, муллы, улемы, шейхи. Поэтому неудивительно, что именно здесь появился кыпчакский словарь «Кодекс Куманикус». Купцы, прибывающие в город со всех концов света, нуждались в отдыхе и месте, где могли бы хранить свои дорогие товары. Горожане позаботились об этом, и в Салхате начинают возводиться постоялые дворы, именуемые ханы. Наиболее известный и крупный был постоялый двор, который размещался сразу же на въезде в город, у главных ворот. Согласно историку и востоковеду Йозефу фон Хамеру Пургшталю, это было прекрасное двухэтажное здание, облицованное привозным мрамором и белым порфиром. Оно представляло огороженный пятиугольник площадью в 2500 квадратных метров. Украшал его резной портал, а к стене, напоминающей крепостную, были пристроены деревянные галереи, разделенные на комнаты для постояльцев. Двор хана был предоставлен для повозок и упряжного скота. Внутри имелись мастерские, предназначенные не только для купцов, проживающих в этой гостинице, но и для горожан, к примеру, кузнечные и стеклолитейные. Инициатива строительства здания принадлежала бывшему жителю Салхата, Кыпчаку, султану Египта Калауну. По его инициативе в городе была воздвигнута свинцовая мечеть, более известная как Куршум-Джами. Салхат был богат, а его жители инвестировали в строительство монументальных сооружений. В основном это были культурные и духовные центры. Этим они создавали благоприятную почву для появления в городе многих ученых того времени. К тому же по караванным торговым путям нередко шли бесценные фолианты, манускрипты и книги. Большинство из них оседало в библиотеках Салхата. Одновременно город приобрел славу ремесленного центра. Ремесленники, объединенные в цеха, как правило, проживали на одной улице. Чтобы привлечь клиентов, они украшали пространство перед своим домом, выставляли на улицу или ставили на окна произведения труда. На центральной площади была сосредоточена жизнь всего города. Здесь находились фонтаны, главные здания, мечети и рынок. Это подтверждает и арабский географ Умар ибн аль-Варди. «Салхат – большой город», – пишет он, где имеются базары, мечети, гостиницы и бани. В свою очередь, правители не жалели средств, создавая условия для культурной и духовной элиты не только Салхата, но и всего улуса Юрта. Очень скоро по всему полуострову стали открываться крупные научно-религиозные центры, где ученые могли заниматься научными изысканиями. Одним словом, правители Крыма были не пассивными хозяевами доверенного им региона. Они делали все, чтобы Крым процветал. Количество мечетей в городе свидетельствовало о том, что ислам распространился здесь гораздо раньше, чем в самой Орде. Новая религия принесла на полуостров новое понимание веры в Бога, высокой морали и духовности, особого уважения к научному труду, интеллектуальному и литературному творчеству.
Наибольшего расцвета и могущества город достиг в начале XIV века, время правления эмира Тулек-Тимура. При нем Салхат по размеру многократно превосходил нынешний город. Современники эмира утверждали, что объехать город на коне едва можно было за полдня. При Тулек-Тимуре был обновлен ханский дворец, а город был окружен крепостной стеной и рвом, мог выдержать длительную осаду. От ближайшей горы Агармыш под землей в долину городу тянулись извилистая сеть кяризов, водоразборных галерей, исправно дававших горожанам чистую воду. Часть этого средневекового водопровода функционирует до сих пор. Но главной заслугой Тулека Тимура оставалось строительство величественной мечети, получившей имя верховного правителя Орды Узбека, официально утвердившего государственной религии ислам. Мечеть сохранилась до наших дней и считается самой старой из уцелевших культовых построек начала XIV века в Крыму. Рядом с ней руины одноименного медресе. Мечеть была выстроена на личные средства наместника крымского улуса-юрта хана Тулека Тимура, а инициатором выступили старейшины города. Мечеть начала функционировать с 1314 года. Один из первых имамов, который читал в этом храме проповеди, был имам хана Тулек Тимура Саддеддин. Сегодня не сохранилось ни проекта, ни архитектурных чертежей культового сооружения и, к сожалению, не сохранилось описание, как выбиралось и освещалось место, как проходили подготовительные и непосредственно строительные работы. Рядом с мечетью находилась медресе с величественным 12-метровым порталом. Медресе появилась позже мечети в 1332 году. Оно упоминается в трудах известного Ибн Баттута. На этот раз меценатом и инициатором грандиозной постройки выступила первая дама Крыма, супруга Улузбея Тулек Тимура Инджи Бек Хатун. Тулек Тимур финансировал строительство не только главной мечети Крыма, на его счету городские фонтаны, новые постоялые дворы и благотворительный фонд. Им, очевидно, руководила его жена Индже Хатун. Продолжили традицию хана и его потомки. Известно, что при этом хане в Салхате жили шейх Шемседдин Исаили, глава ханифийского толка, и шейх Хадыр, глава шафийского толка. Салхат или Крым на протяжении 3 веков был самым богатым и крупным городом. Однако его звезда постепенно стала клониться к закату. Уже в конце XVI века город стал уменьшаться в размерах. Польский посол Мартин Браневский в XVII веке писал, что этот город с крепостью, окруженный древней высокой стеной, отличается от других городов своей величиной и значимостью. Далее он писал: «Видно из развалин и обширности места, что это был один из знаменитых и величественных городов своего времени». В период Крымского ханства Салхат утратил славу первого торгового центра, но приобрел другую. С конца XVI века город и его окрестности были известны как курорт. Здесь были открыты минеральные горячие источники, куда приезжали на лечение со всех концов Крымского ханства. Об этом красноречиво сообщает в своем описании Черного моря и Татарии де Асколли. Он писал, что в окрестностях этого города произрастают душистые цветы и целебные травы. Ежегодно от весны до июля сюда прибывают большой съезд со всех концов Татарии для пользования ваннами из горячей воды с цветами и травами.
исцеляющими человека от многих недугов. Салхат благодаря караванным торговым путям быстро достиг расцвета. В XIV веке пережил Золотой век. Но как только в XV веке Великий Шелковый путь пришел в упадок, вступил в эпоху своего заката и превратился в Эске-Харым – Старый Крым. Однако до последних дней Крымского ханства он не терял своего значения, продолжая оставаться культурным и торговым центром.